В этот священный день множество жителей просыпаются рано утром, одевают чистые вещи и спешат совершить утренний намаз. У всех одно намерение – очистить душу и выполнить мусульманский долг в священный день Курманайт. Жертвоприношение очищает человека. Желание сделать жертву должно быть искренним. Если же хотя бы у одного из участников в совместном жертвоприношении будет другое намерение, то курман не будет принят Аллахом. На площади южной столицы собралось более 10 тысяч мусульман. Собравшихся поздравили мэр города Ош и полпред президента Кыргызской республики Волжской области. Пусть в этот день в наши сердца войдет вера во что-то светлое. Этот день – день прощения. Давайте все будем едины и в гармонии. Сейчас мы все собираемся совершить молитву. Пусть в этой молитве сбудутся намерения каждого. Всех с праздником. Курманайт для мусульман – священный праздник. В этот день мы говорим друг другу самые хорошие слова. Прощаем, накрываем стол и говорим близким хорошие пожелания. Пусть сбудутся все наши желания. Пусть Всевышний услышит наши молитвы и пусть будет мир в нашей стране. После этого все выстроились и начали праздничную молитву. В Великий день мусульмане молились за мир и благополучную жизнь. После молитвы все поздравили друг друга со словами «С праздником Курманайт». Праздник Курманайт будет длиться 3 дня. В это время принято узнавать у родителей и родственников про их дела и просить прощения. Елімізде есеншілік, бақуатшылық болсын, тынышылық болсын, тоқшылық болсын, жаратқан Алла жақсылықты берсін. Отметим, Курманайт – один из 2 самых больших праздников у мусульман. Он не имеет фиксированной даты. Существует также правило жертвенного забоя. По данным муфтията, мелкого животного может приносить жертву только 1 человек, а для принесения жертвы крупного рогатого скота должно присутствовать не более 7 человек. Мясо не может быть продано. Его нужно раздавать как мусульманам, так и не мусульманам. Айгерим Бараканова, Мырзаджигит Маматкеримулу, Едиль Алиев, ЛТР, город Ош.